Алик, я благодарю тебя за то, что ты нашел время и уделяешь его нам. С радостью. Нам было очень приятно посетить братскую Осетию. Но одна из главных причин, почему мы встретились с тобой, не потому, что ты ведешь канал, а потому, что ты ведешь идеологический и познавательный канал. Это очень важно, на наш взгляд. Мог бы ты нам сказать, как ты пришел к этому, почему ты считаешь это важным? Ты идешь против течения. Я, как человек, у которого тоже есть свой канал, и мои друзья абхазские тоже мне помогают, я знаю, насколько это сложно. Мог бы ты озвучить причины? Ну, я бы с самого начала сказал, что не могу сказать, что это сложно, потому что от людей получаешь колоссальный уровень поддержки. И я бы не сказал, что я плыву против течения, потому что сейчас в нашем народе, даже скажу так, в наших народах, проживающих на территории Кавказа и конкретно Северной Осетии, есть запрос на какую-то рефлексию по истории, по самоосознанию. И я, будучи 16-летним парнем, поехал учиться в Москву. До этого история Осетии, культура Осетии, интересовали меня постольку-поскольку. То есть отец рассказывал, глубокого интереса не было. И вот когда ты попадаешь в Москву, ты понимаешь, что ты другой, ты отличаешься от большого количества людей. С другой стороны, ты вдруг знакомишься с ребятами, про название народов ты никогда не слышал. Вот я за одной партой оказался с парнем абазином. Я к своему стыду даже не знал, что тут абазины, что существуют они. А потом ты погружаешься в историю, ты понимаешь, насколько ваши истории близки и как они связаны. И ты начинаются поиски самоидентификации. А у кого-то эти поиски самоидентификации проходят через субкультуры. Кто-то становится эмо, кто-то там панк-рокером. А у кавказцев, как правило, есть вот то такое лоно собственной культуры, где ты можешь спрятаться от глобализма, где ты можешь почувствовать собственную самость. И для меня вот блог об Осетии стал вот таким поиском самого себя. И в этом поиске мне помогало огромное количество людей, комментаторов, других осетинских блогеров, которые вели на тот момент ЖЖ, Live Journal. И вот я не могу сказать, что я пошел против течения. Наоборот, по течению меня это подхватило. Огромное количество людей меня поддерживали эмоционально и морально и поддерживают. И это становится каким-то таким формой хобби, это становится твоей второй жизнью, это становится твоим интересом. Это не значит, что мои интересы только на этом заканчиваются, но я понимаю, что это такая важная часть жизни для меня, что не делать это, не погружаться дальше в историю Северного Кавказа я не могу. Мне просто жизнь станет пресной. Для меня это важно. Согласна насчет энергии, это правда. Хорошие люди очень помогают. У нас тоже точно так же. Поэтому нам всегда приятно в первую очередь поехать на Кавказ. Но такой момент у тебя вырвался. Когда к тебе приходили молодые блогеры, они говорили: я хочу на этом зарабатывать. Ты им говорил: подскажи как. Они думали, что ты на этом зарабатываешь. Ты говорил: я не подскажу, потому что у меня другой формат. Я делаю сложные, я понимаю, сложные темы. Если ты хочешь заработать, надо снимать смешные всякие видосы. Получается, есть разные формы блогерства, разные формы журналистики. Безусловно. То есть, если ты хочешь зарабатывать на этом, то тебе надо выбрать максимально широкую аудиторию. Осетины, 500-700 тысяч. Те, кто глубоко интересуется темой истории Осетии, их гораздо меньше. И это не та аудитория, на которой можно заработать большие деньги. Ты на этой аудитории заработаешь колоссальный социальный капитал. Но это не про деньги. Это важнее денег. Но если ты хочешь заработать, я всегда говорил, берите тему для широкой аудитории. Будь это экономика, например, экономика России. Огромное количество людей это интересует. Юмор. Или переходите в англоязычную сферу, где больше людей. То есть выбирайте другую тему. Темы истории кавказских народов – это не темы, на которых можно зарабатывать большие деньги. Ты знаешь, мне твои выпуски присылают даже из Европы кавказцы. Это очень приятно. Да. Вот, и это было неоднократно. Да, это история о том, как сделать что-то краткосрочное или долгосрочное.
В твоей жизни как отразилась на твоем самосознании э, та деятельность, которой ты занимаешься? В чем-то ты вырос над собой, и общество, которое окружает тебя, заметил ли ты какие-то изменения в своих действиях, которые ты направляешь в социум? Во-первых, эта деятельность трансформировала меня колоссально. То есть тот, кто я есть сейчас, это полностью во многом результат того, чем я начал заниматься в 2007 году. Э, Большинство моих друзей, близких, с кем я сейчас общаюсь, это люди, выбранные быть моими друзьями абсолютно сознательно, не волею судеб, что у меня есть друзья со школы, друзья с института, но сейчас основная масса моих друзей это те люди, которых сознательно мы друг друга нашли в интернете. Это люди идеологически близкие, и вот мы на этом подружились. Это абсолютно сознательный выбор. И вокруг меня собралось общество прекрасных людей, интеллектуалов северокавказских. Ну, сам факт нахождения среди них ну, дарует то, что не купишь ни за какие деньги. И это позволяет, естественно, расти. Потом, когда ты видишь этих людей, как они растут, насколько они мотивированы, то это и мотивирует тебя действовать дальше. Поэтому это все сформировало мою жизнь последние вот сколько, 15-16 лет. А насколько, на твой взгляд, это важно для Остинского региона, для Остина в целом? Насколько я вижу, вот эта рефлексия, поиск самих себя, это вот мы проходим завершающий этап нацбилдинга, строительства нации. Тут очень важно, чтобы мы на себя смотрели не какими-то иной раз восхищенно слепыми глазами, чтобы мы любили самих себя не образ какой-то выдуманный самих себя, образ легко любить, а чтобы мы любили свою историю, самих себя такие, какие мы есть, со всеми самыми страшными моментами нашей истории, самыми неприглядными моментами нашей истории. Я вижу, что это важно. Я вижу, что формирование коллективной памяти среди остин по тем фрагментам истории, которые старательно пытались вытравить из нашего сознания, это необходимо для будущих поколений. Но я скажу так, что это в первую очередь необходимо лично для меня. Я это все делаю абсолютно из эгоистических побуждений, только, ну не буду говорить, что только для себя, но в первую очередь я это делаю для себя, но то, что это находит отклик у других людей, это меня безумно радует и мотивирует. Я запомнила такой момент, я хотела бы о нем упомянуть. Мне тоже показалось, что ты стараешься действовать по зову совести, по справедливости. То есть ты неоднократно поднимал тему депортации братских соседних народов, в том числе и ингушей. И бывала даже критика определенных людей, которые не мыслят общекавказски, скажем так. Как ты справляешься с этими моментами? Я сейчас объясню. Бывают темы, которые встречают противоборство и в абхазском обществе у нас. Не все люди не всегда понимают. И в первое время я, конечно, может, потому что я девушка, я испытывала стресс. Как ты справляешься? То есть есть ли момент, где ты хочешь уступить какому-то определенному слою общества, и где ты считаешь, что это неприемлемо и не уступаешь? Скажу так, что я это делаю не по зову совести, не по зову сердца. Я делаю, опять же, это из абсолютно корыстных побуждений. Я человек убежденный пацифист, человек, который хочет, чтобы его дети жили в мирное время, чтобы люди не занимались войной, а занимались расщеплением атома, поиском новых частиц, астрофизикой, но не войной. Я понимаю, что война и военная деятельность важная часть истории человечества, но я бы хотел для своих детей другого будущего. Для меня очень важно, чтобы у нашего народа были прекрасные отношения с соседями, дипломатичные, экономически выгодные, взаимовыгодные. Вот я только из этих побуждений. Если есть люди, которым это не нравится, что
я хочу сформировать, знаешь, как не строить стены, а строить мосты между людьми. Но это люди недалекие, которые находятся в уголке своей ненависти. В рассказе Важи Пшавеллы «Гость и хозяин», где Хевсур отказался отрубать руку кисту, ну, по старой традиции, прибивать к своей двери. Я, правда, в переводе Заболоцкого читал. Там есть фрагмент, где говорится о том, что бывает с людьми, которые выбирают путь крови. Что когда ты выбираешь путь мести и крови, и ненависти, то ты буквально в этой крови будешь растить своих детей. Твое ложе будет кровавым. И когда я в свое время посмотрел изначально фильм Тенгиза Абуладзе «Мольба», и вот эти рассказы Важи Пшавеллы, на меня это произвело колоссальное впечатление. Это один из любимых моих фрагментов, который я часто пересматриваю. И поэтому это мой осознанный выбор. Я не хочу, чтобы мы оставались в этой кровавой запруде. Ни один человек в мире не должен оставаться в этой кровавой запруде. Но поскольку я нахожусь на Кавказе, поскольку я астин, наши соседи ингуши, наши соседи черкесы, наши соседи русские, наши соседи грузины, мы должны со всеми выстраивать максимально мирные, взаимовыгодные отношения. Это не зов сердца, не зов совести, это абсолютно рациональный выбор любого здравомыслящего человека. Прагматичный. Прагматичный, да. Я за зов и прагматизм, потому что часто наше сердце ведет нас, как знаешь, вот про кавказцев говорили, что кавказцы были сдержаны во всем. Вот нынешнюю кавказскую культуру, которую мы наблюдаем, это на самом деле в массе своей контркультура для Кавказа. Вот эта вспыльчивость, жестикуляция, крики, драки, это все контркультура. Истинно кавказская культура была в сдержанности. Единственное, в чем мы были не сдержаны, это во взятии крови. И если посмотреть, к чему привели обычаи кровной мести, например, в Северной Осетии, к страшным последствиям. Поэтому я всегда за выбор холодного мозга против горячего сердца. Как ты видишь на сегодняшний день в наилучшем варианте развития дальнейших событий, связанных с твоей деятельностью? И бывает ли такое, что ты ставишь перед собой определенные перспективы, которые ты должен достигнуть? Или все идет по инерции, само собой? Все идет абсолютно по инерции, причем идет гораздо лучше, чем я всегда ожидаю. Я человек, опять же, довольно скептичный. Я, если честно, часто бываю удивлен, что какие-то вещи откликаются у большого количества людей. Меня это всегда искренне удивляет. Это умение радоваться таким вещам меня мотивирует действовать дальше. Как я вижу будущее? Я, если честно, хотел бы, чтобы эту деятельность подхватили молодые ребята и дальше продолжали заниматься чем-то подобным, а я в свое время просто ушел бы в тень. Вот лучшая перспектива для меня. Но если к тебе придет молодежь, то, в принципе, они могут с тобой подискутировать на эту тему, какие действия дальнейшие им принимать. Безусловно. Есть большая проблема русской интеллигенции, которая была вот именно перед революцией, что не было следующего поколения тех интеллигентов, которые готовы были подхватить их чаяние. Вот ни в коем случае нельзя остаться в этом плане бесплодным интеллектуалом, который не сможет донести, передать и посеять свои мысли в сердца и умы других людей. Это в каком-то смысле творческое бесплодие. Это очень страшно. Поэтому лучшая перспектива для человека просто уйти в тень, и чтобы это подхватили другие люди. Ни в коем случае нельзя оставаться авторитарным даже в собственной деятельности. Смена поколения, она необходима, смена людей, она необходима. И я надеюсь, она в ближайшие 10, 15, 20 лет произойдет, и мы увидим другие поколения, которые будут, скажем, в этой стезе действовать, а мы будем с радостью наблюдать, смотреть и комментировать их. Как ты готовишься к определенным выпускам? Мог бы ты рассказать? В большей или меньшей степени, понимаю, зависит от тематики?
Чаще всего это все стихийно бывает. Я не человек, который способен написать большой сценарий. Для меня это немного сложно. Конечно, тезисы мы какие-то пишем, темы мы проговариваем. Но чаще всего мы просто проговариваем какую-то тему, а потом уже она идет на камеру. И в этом, наверное, большой минус моих выпусков. Они выглядят немного колхозными, потому что сейчас появились ребята, у которых и качество съемки лучше, и качество света лучше, и монтаж лучше. У меня все это вот в таком колхозном стиле, ну, как бы я остаюсь верным ему, потому что если я буду заморачиваться на другие детали, то тогда я не смогу донести суть. То есть мне суть важнее формы. Хотя я понимаю, что современный современный мир, он предполагает, что форма должна быть всегда на высшем уровне. Но вот я вот так пока делаю. Мне один товарищ, дагестанец, сказал: ты знаешь, не переживай очень сильно, что иногда у тебя не получается технически снять так, как ты хочешь. Ну, естественно, исходя из определенных обстоятельств. Главное — содержание. То, что ты снимаешь, то, что говорит твой герой. Потому что именно это и является семенами, которые ты закладываешь, и именно это произрастает. Я себя этим успокаиваю. Например, недавно, вот я тебе говорила, в интервью ездила в другую страну к махаджирам, там снимала на телефон, но я думала, себя успокаивала. Главное — содержание. Отчасти это так, да. Если есть возможность сделать хорошую Надо форму, делать тоже, надо делать. да. Но я тоже согласен, что это не должно стать препятствием. Да. Местами нельзя менять. Да. Как ты относишься к критике? И сам себя ли ты критикуешь? Бывает ли такое, что ты сделал передачу и думаешь: Господи, что я натворил? Или ты как-то и сам себе многое прощаешь? И как воспринимаешь критику, которая адресована тебе от зрителей? Критику воспринимаю спокойно. Я не могу сказать, что я эмоциональный человек, поэтому я очень спокойно воспринимаю. Если я вижу конструктивную критику, делаю выводы. Если вижу эмоциональную критику, ну, почитал, прошел мимо. В отношении самого себя, конечно, бывали какие-то старые выпуски, пересматриваешь и понимаешь, что надо было это делать по-другому. Ну, так сложилось. Тут очень важно вот, сохранить баланс вот этой рефлексии, но при этом, чтобы она тебя не сожгла. Вот, мне кажется, мне удается сохранить это. Я понимаю, что, ну, конечно, выпуск, который я делал года 4 назад, он мне не будет нравиться, потому что, ну, уже какой-то этап пройден, уже ты как-то вырос в каких-то моментах, и ты понимаешь, что ты это сделал по-другому. Но тот выпуск сыграл роль в росте твоей аудитории, в донесении каких-то смыслов. Я часто встречаю людей, которые на улице мне подходят, они начинают мне рассказывать за выпуск. Вот я, говорит, недавно твой выпуск посмотрел, я уверен, что вот он последний выпуск посмотрел на моем YouTube. Нет, он мне рассказывает про выпуск 3 или 2-летней давности. Ну, вот алгоритмы YouTube почему-то посчитали человеку показать его. И он про него рассказывает, а ты и сначала какой-то дисконнект, вот, не понимаешь, про что он даже тебе говорит. Вот. Ну, я к этому отношусь спокойно. То, что люди тебя поддерживают, ты об этом сказал. А бывает ли, что тебе кто-то искусственно ставит преграды, и как ты с ними справляешься, если да? Или ты не замечаешь, если это происходит? Ну, скажем так, конечно, были истории, когда, ну, я не могу сказать, что это преграды. Ну, такие, ну, небольшие пакости, они, конечно, возникают, но это какие-то единичные случаи, ну, на них даже нет смысла обращать внимание. В массе своей я вот гуляю по городу со своими детьми, со своими друзьями. Ко мне часто подходят люди, останавливают меня. Часто бывают, высказывают какое-то критичное мнение, но это всегда бывает в максимально корректной форме. Часто просят меня: вот, а можешь вот эту тему раскрыть? То есть, и вот у меня такие долгие беседы бывают. Плюс моего блога в том, что мои зрители — это люди, которые живут в Осетии, среди которых я живу. Каждый из них может подойти мне и сказать, и у меня обратная связь очень в этом плане хорошая. Мне иной раз не надо углубляться в комментарии в YouTube. Мне реально человек... Я знаю зрителей, которые смотрят на меня подписаны, но он никогда в жизни не оставит мне комментарий, потому что он не считает это нужным. Он просто подойдет ко мне в жизни и скажет: вот, Алекс, смотрел так-то, так-то, и вот
выскажет мне то, что он думает. И, наверное, люди сами приходят с какими-то определенными идеями или темами. Постоянно. Вчера просто мы сидели за столом в кругу осетин и осетинок, и они поднимают какую-то важную тему, говорят, надо Алику сказать, чтобы он на эту тему обязательно сделал обзор. Или сегодня мы идем, и тоже наш товарищ говорит, да, вся надежда на Алика. То есть многие люди знают, что они могут обратиться и осветить определенные темы. Да, но тут надо сказать, что тут, во-первых, вообще не один Алик, я просто в этой истории публичный. А так есть огромное количество людей, которые мне помогают и материалами, и идеями, и выполняют какую-то работу. И это на самом деле большая команда единомышленников. Просто проблема, что не все хотят показаться на камеру. Да, Достать этих людей на какие-то выпуски, это бывает сложнейшая история. Поэтому тут скорее вот большая группа людей, которые поддерживают и которые участвуют в этом процессе. Алик просто, скажем так, вот завершающая там, вершина айсберга этой истории, и все. Ну как у вас команда подобрана? Вы гармонично работаете друг с другом или есть какие-то сложности? Мы все более-менее идейно смотрим в одну сторону, поэтому сложностей не возникает. По сути, никогда. По форме могут возникнуть какие-то вопросы, но мы взрослые люди, которые спокойно можем обсудить, предложить варианты и выбрать лучшее решение. У вас устремлены взгляды на весь Кавказ, потому что я знаю, что, допустим, с вашей стороны есть внимание в сторону братского народа абхазского. Или это ко всем регионам Кавказа и кавказцам? То есть как тему вы выбираете? Ну, наши взгляды устремлены на весь мир. Но, безусловно, вот я как православный христианин уверен, что нам не просто заповедовали возлюбить ближних своих. Ближние мои – это те, кто живут рядом со мной. Это вот, ну, вот наша вот маленькая семья кавказских народов. Вообще людей, проживающих на Кавказе. Естественно, я переживаю о них больше. Это естественно, если в Африке происходит трагедия, я как человек эмпатичный переживаю, но я не буду переживать об этом так, как другой африканец будет переживать про это. Если на Кавказе происходит трагедия, я переживаю больше. И поэтому, ну, я считаю все кавказские народы буквально своими людьми. Это легко объяснить, потому что если там осетин, ну мне один осетин рассказывал, как он встретил ингуша во Владивостоке, и поскольку там вообще довольно мало кавказцев, они так искренне друг другу радовались и дружили. Только по приближению на Северный Кавказ как-то чуть отношения охолодевают. Нам вот все-таки есть у осетин такая традиция хорошая совершить вот этот поход, балц, чтобы вырасти над собой. И я считаю, что это гениальная философия, что надо уехать с Северного Кавказа куда-то далеко, набраться вот этого большого мирского и духовного опыта по всем остальном мире, чтобы с этим багажом приехать сюда и обогатить Кавказ. И это еще тебе позволит посмотреть на Кавказ чуть-чуть из-под другого угла, чуть-чуть вырасти над собой, вырасти над взаимными претензиями, взаимной ненавистью, мелкосортного шовинизма, к сожалению, которым мы часто тоже больны, и мифов о самих себе, о собственном величии. Я часто со многими друзьями спорю, когда мне вот мои друзья, представители других народов говорят, ну мы мужчины, вот таких как нас нет, мы, ну, ты понимаешь, вот ну посмотри на нас, вот посмотри на меня и на какого-нибудь француза. Я говорю, дорогой мой, у Франции свое государство, а это одна из первых наций мира, у которых есть ядерное оружие, и любой умный человек в этом мире говорит, что у него есть две родины, его собственная и Франция. И извини меня, какая-то группа ЛГБТшников тебя не должна ввести в иллюзию того, что Франция это, например, скажем, вторично по отношению к Кавказу. К сожалению, мы должны понимать, что Россия – это периферия западного мира. Северный Кавказ – это периферия современной России. Мы периферия периферии. Есть к чему стремиться, есть на кого смотреть, брать лучшее. Надо над собой расти.
Этого нам не хватает. Это, к сожалению, понимают только те, кто уехал, кто пожил где-то далеко, посмотрел. Это вот чеченец из Франции это поймет. Лучше, чем, к сожалению, чеченец из Грозного. Я благодарю тебя. Пусть Всевышний помогает во всех благих ваших деяниях. Спасибо большое, вам. взаимно. Ждем вас в Абхазии. Обязательно. И надеемся на союзное, плодотворное, творческое дальнейшее действие в наших отношениях. Всех Это благ вам. обязательно. Всех благ вам. Спасибо. Спасибо.